Союз журналистов России – один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 50 тысяч человек. В Союз входит 80 региональных организаций, более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Руководителем Союза является председатель, а рабочим органом – секретариат. 25 делегатов, выбранных на съезде Союза журналистов Якутии, представили журналистское сообщество республики на 12-м съезде журналистов России в Москве. На Всероссийский съезд съехались как скромные труженики пера и микрофона, так и маститые журналисты. Более 800 делегатов из 80 регионов страны. Якутская делегация по приезду сразу включилась в работу. Состоялись рабочие встречи с делегациями национальных СМИ Республики Марий Эл, Тувы, Бурятии, Адыгеи и других вошедших в состав Ассоциации СМИ России, утвердили Марию Христофорову, генерального директора медиагрупп «Сетим», на пост председателя Всероссийской ассоциации средств массовой информации России. У национальной прессы есть будущее. Это будущее наших родных, близких, наших детей, наших народов, которым мы все с вами представляем. Я абсолютно уверен, что мы, сплотившись, сможем достичь чего-то большего, немного лучше, качественно, с тем, чтобы национальная пресса в России развивалась и была успешной. Уже подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией национальных СМИ и Союзом журналистов России. Два комитета у нас. Первый комитет будет по работе с независимыми СМИ, негосударственными СМИ. Второй комитет по работе с государственными СМИ. Почему? Потому что у них разные проблемы. Соответственно, мы хотим по каждому направлению работать. Еще раз, мы хотим сделать упор на конкретных экономических, прежде всего, работах. Экономическая успешность СМИ подразумевает его независимую редакционную политику. Вот я думаю, что вот это основное. Главным событием 12-го съезда Союза журналистов России стало избрание руководящих органов организации. Как было известно ранее, о своем желании участвовать в выборах на пост председателя Союза журналистов России заявили 3 кандидата. Однако во время съезда Роман Серебряный и Андрей Трофимов сняли свои кандидатуры и поддержали Владимира Соловьева. Соловьев долгое время работал в качестве военного корреспондента. Он прошел 7 войн, в том числе Югославию и Чечню. За нового руководителя проголосовало 680 делегатов. 7 воздержались и 1 отдал голос против. Я в Якутске, кстати, никогда не был, но видел, вот был потрясен фотографиями вот этого рынка с замерзшей рыбой. Вот. И обязательно надеюсь посетить, потому что знаю, что в Якутске самая большая, одна из самых больших организаций Союза журналистов России. И я с удовольствием постараюсь побывать, поговорить, обсудить с коллегами все их горести и радости, наградить тех, кто достоин. Я надеюсь, мы уже получим какие-то, может быть, и звания, сможем это все организовать постепенно. Поэтому большой привет Якутии и до встречи, я надеюсь. Своими ближайшими задачами избранный председатель обозначил повышение статуса профессии, продвижение законодательных инициатив по защите журналистов, усиление позиций Союза на международных площадках. На съезде журналистов России выступила Мария Христофорова как председатель Ассоциации национальных СМИ. В своем докладе отдельное внимание Мария уделила региональной национальной прессе. Ситуация с подпиской показывает, что доходы газет, журналов, издающихся на национальных языках, стремительно падают и сегодня находятся в катастрофическом положении. Почтовые тарифы выросли в 3 раза и уже превысили каталожную цену газет. Мария Христофорова предложила внести в резолюцию съезда положения, связанные с необходимостью определения реального состояния отдел в сфере национальных СМИ с объявлением 5-летнего моратория на рост подписных тарифов Почты России для национальных СМИ, особенно в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных регионах и муниципалитетах. Москва знает проблемы журналистов, знает якутские проблемы и уделяет серьезное внимание средствам массовой информации, публикующимся на национальных языках. У нас планируется в ближайшее время в Государственной Думе отдельное заседание вместе с Комитетом по национальностям, которое обсудит проблему национальных СМИ. На съезде был утвержден устав Союза журналистов России в новой редакции. Появились новые почетные звания, определена роль Федерального совета журналистов России, куда входит 82 представителя регионов. Определены правила выдачи новых международных удостоверений для членов Союза при поездке за рубеж, по которым можно встретиться с первыми лицами государств, при условии согласования цели командировки. На съезде поднимались очень важные и актуальные вопросы. Как восстановить доверие россиян к СМИ, как повысить правовой статус профессии, как улучшить финансовую ситуацию
ситуацию в прессе, особенно в региональной, привлечение в состав Союза молодого поколения и обучение молодых журналистов на профессиональной основе в рамках работы Союза. Якутский союз журналистов – это очень здоровая и сильная организация. У меня всегда был большой праздник, когда прибывала якутская делегация в Дагомыс на фестиваль «Вся Россия». Самый яркий момент был, когда вы приехали на машинах, сделав автопробег Якутск-Дагомыс. Вот это сильная такая мощь, вера в Россию. И сегодня ваши газеты, журналы, телерадиокомпании, они настолько полны оптимизма. Я думаю, это украшение российского севера. В Якутске прошел 5-й фестиваль республиканских СМИ «Пресса земли Аланхо», в рамках которого прошли мастер-классы, семинары, круглые столы для центральных и районных журналистов. Фестиваль «Пресса земли Аланхо» проводится раз в 2 года. Для журналистов, живущих в разных точках Большой Республики, это возможность встретиться, обменяться мнениями, получить опыт и завести новые контакты. Мероприятие посетили секретарь Союза журналистов России Владимир Косютин и заместитель министра связи и цифровых технологий Республики Чукур Гаврилиев. Председатель Союза журналистов Якутии отчиталась о проделанной работе за 5 лет. С отчетами выступили также представители ревизорной комиссии и большого жюри. Никому из выступающих у делегатов вопросов не возникло. В своем докладе Галина Алексеевна отметила как успехи, так и проблемы. Последним она отнесла в том числе то обстоятельство, что многие молодые журналисты не спешат вступать в Союз журналистов. Конечно, Союз журналистов России – организация, которая, в общем, состоит из региональных организаций, и они совсем разные. И вот то, что мы сегодня услышали, то, что в вашей организации исключены из членов Союза журналистов России 7 человек, да, в Саратовской области еще больше. Это сегодня очень важный момент. Я уже не раз слышал от каких-то людей, которые, значит, являются коллегами, но не являются членами Союза журналистов, что ваши этические кодексы – это глупости, что наша задача – зарабатывать деньги, что медиабизнес – это как бы некая вещь, да, которая заточена только на деньги. Вот такие люди есть, и от таких уж точно надо избавляться, потому что все-таки настоящий журналист, хоть в России, хоть в других странах мира, да, соблюдает определенные нормы, да, которые утверждены сообществом. Я думаю, что этот процесс пойдет, но одновременно как бы с чисткой, да, надо наращивать ряды за счет активных людей, которые там не вступали в последние годы. Как только у нас заработают все программы, которые вот мы сегодня планируем, это юридические программы, правовые, какие-то, значит, программы, связанные с льготами журналистов, как в Москве, так и в регионах. Я думаю, что как бы наши ряды будут усиливаться как раз активными, сильными людьми. Ну и одновременно, конечно, мы будем поддерживать ветеранов, потому что, понятно, там, исключать каких-то ветеранов за то, что они не смогли заплатить взносы, там, а взносы определяют, размер взносов определяет сама организация региональная, не Москва. Исключать за это нельзя, конечно, то есть если человеку сложно, да, надо пытаться как-то помочь. И этот вот процесс, я думаю, он уже идет, он заметен, и он будет, наверное, активизироваться. Самым важным моментом фестиваля этого года стали выборы нового председателя Союза журналистов Якутии, а также правление ревизорной комиссии и сопредседателей большого жюри. Делегаты, прошу, кто за избрание Галины Алексеевны Бочкаревой председателем Союза журналистов Республики Саха-Якутия, прошу голосовать. Кто за? Спасибо большое. Кто против? Кто воздержался? Галина Алексеевна, поздравляем избранием председателя Союза. Галина Алексеевна впервые возглавила Союз журналистов Якутии в 2008 году. В 2013 году ее избрали на новый срок. Сейчас Галина Алексеевна Бочкарева остается у руля журналистики Якутии на 3-й 5-летний срок. И если в прошлые выборы председателя были реальные конкуренты и выборы проходили горячо, то в этом году за нее проголосовали единодушно. Люди, все мои коллеги, все как один человек проголосовали, значит, они на меня надеются, оказали огромное доверие, и я, конечно, буду все делать, чтобы оправдать их высокое доверие. Буквально в этом году Союз журналистов России отмечает 100 лет, а в следующем году мы
будем отмечать и готовиться к юбилею своего Союза журналистов Якутии. Союз журналистов Якутии был учрежден в 1959 году, значит, в следующем году будет 60 лет нашей общественной организации. В связи с этим мы уже несколько лет готовим энциклопедию «Журналисты Якутии». Решили в этом году обязательно завершить эту работу к юбилею нашей журналистской организации. И, конечно, сегодня делегаты избрали новый состав правления, новый состав ревизионной комиссии и состав сопредседателей большого жюри. Надеюсь, мы все вместе будем работать во благо якутской журналистики, во благо развития нашей печати. Союз журналистов должен быть единой, сплоченной командой. Об этом же говорят и впервые выделяемые государством средства на развитие Союза. В 2018 году на поддержку региональных СМИ в рамках распределения грантов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям впервые будет выделена беспрецедентная сумма в размере более 500 миллионов рублей. Якутская организация, она очень заметна на российском фоне. Это не комплимент, это действительно наблюдение уже очень, так сказать, последних лет. Она очень заметна не только количественно, не только, так сказать, своими яркими явлениями, выступлениями на фестивалях. Она, в общем, заметна и своим порядком, потому что здесь более-менее привели в порядок, тут, в общем, тут нет каких-то задолженностей больших по взносам. И у нее есть голос. У нее есть голос вообще, к ней прислушиваются. Это вот то время, когда они мало что знали. Раньше говорили, что Левин, вот меня даже Богданов сказал, Левин якут. А вот я вот каким-то образом я представлял вроде. Сейчас это большая группа людей, которые замечательно себя показывают. Ну, надо работать, надо дальше идти по этому пути, не надо тут, в общем-то, так сказать, гордиться, не надо обижаться. Надо просто делать свою работу. Надо, чтобы эта организация была авторитетной, чтобы она выполняла ту работу, которая, так сказать, на нее возложена, и чтобы люди хотели быть в этой организации. Это самое главное. Я думаю, что Якутская организация одна из самых таких лучших вообще в Российском союзе журналистов. Хочется надеяться, что с переменами, озвученными на 12-м историческом съезде Союза журналистов России, пройдут позитивные изменения.